Во избежание дефицита электроэнергии в стране уже по всему Кыргызстану началось поэтапное строительство малых ГЭС. Таким образом, к сегодняшнему дню уже было возведено несколько подобных энергообъектов. В Высокотинском районе Чуйской области прошло открытие малой ГЭС, которая строилась на протяжении 2 последних лет. ГЭС Issыката-1 мощностью 2 мегаватт будет вырабатывать до 13 миллионов киловатт в час в год. Завершилось строительство нового малого ГЭС на реке Issыката Высокотинского района Чуйской области. Сегодня проходит ее официальное открытие. По словам специалистов, новая ГЭС может обеспечить электроэнергией около 600 семей данного района. Проектный расход воды на гидроагрегате составляет 1,5 кубических метра в секунду. Среднегодовое производство электроэнергии при задействованном водном ресурсе и при установленной мощности агрегата 2 мегаватт составит 13 миллионов киловатт в час. Общая длина напорного трубопровода 2368 метров. В открытии гидроэлектростанции принял участие глава Кабмина Акылбек Джапаров. Он констатировал, что помимо строительства малых ГЭС в стране вскоре начнется реализация больших проектов. С вводом этой малой ГЭС мы реализуем указ президента Садыра Джапарова. Кроме того, как вам известно, в рамках столетия образования Каракыргызской автономной области по республике будет открыто 100 предприятий. В их числе это малая ГЭС. В ближайшие годы в нашей стране будет построено десятки ГЭС, солнечных и ветровых станций. Мы начали строительство века, Камаратинскую ГЭС-1, а также начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая будет самой короткой дорогой от Шанхая до Парижа. Для строительства новой малой ГЭС специально была проложена дорога до места постройки, также протянуты высоковольтные линии 10 киловатт до ближайшей точки подключения к электрическим сетям НЭСК. 13,13 миллион киловатт-саат электроэнергии. Всю выпускаемую электроэнергию на данной подстанции полностью будет выкупать НЭСК по 4 сома 44 тиына. Далее мы будем распределять ее для местного населения под действующим тарифом, а именно по 1 сому 10 тиынов. Именно так изнутри выглядит новая ГЭС Сапат Электро, построенная на реке Issыката. По словам специалистов, вся техника была специально закуплена из Китая. На данный момент здесь есть представители Китайской Народной Республики, которые специально проводят обучение для местных специалистов. Здесь на данный момент установлено оборудование, генератор Фрэнсис и генератор мощностью 2000 киловатт, 2 мегаватт. Суммарная выработка и в год у нас будет составлять 13,3 миллиона киловатт-час электроэнергии. На данный момент здесь будут находиться 3 дежурных персонала, дежурных электромонтера и главные энергетики постоянно здесь будем находиться. Өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу Орто Азия аймагындагы эң ири гидроэлектростанциясынын курулуш ишин баштап жатабыз. До этого, еще 21 мая текущего года в Таласской области на Кировском водохранилище президент Садыр Джапаров дал запуск новой ГЭС Баласару мощностью 25 мегаватт. Дээрлик 90% тоолуу өлкө болуп, отсутствие электричества в стране, где почти 90% территории занимают горы и бурно протекают реки, является непростительным явлением. Но мы продолжили искать приемлемые пути развития отрасли и приступили к обеспечению энергетической безопасности. Баласару – это первый государственный проект строительства малой ГЭС за годы независимости Кыргызстана. Он открывает новые возможности для отрасли и положительно влияет на развитие экономики страны. Это также укрепит доверие нашего народа и международного сообщества к власти. Возведение ГЭС Баласару обошлось в 2 миллиарда 800 миллионов сомов. В реализации проекта помог Кыргызско-российский фонд развития. На эту сумму построили здание гидроэлектростанции, произвели монтаж оборудования, установили 2 силовых трансформатора и провели почти 7 километров ЛЭП Баласару, Кара-Арча и Баласару Покровка.
Население Таласской области потребляет 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Из них до 93 миллионов киловатт-часов будет вырабатывать ГЭС Балас-Ару. Кроме того, в Манасский район будет поступать до 53 миллионов сомов налоговых платежей. Создано 20 рабочих мест с зарплатой в 40 тысяч сомов. По словам президента, работа в этом направлении не остановится. Сейчас перед профильным министерством стоит гораздо больше задач по обеспечению энергетической безопасности страны. В будущем мы намерены реализовать такие проекты на водохранилищах Ортотокой и Папан. Надеемся, что соответствующие соглашения будут подписаны и вскоре на этих объектах будут построены новые ГЭС. Электроэнергия – источник развития любой страны. Об этом говорят и популярные энергетики. Строительство Камбаратинской ГЭС-1 станет флагманом энергетики. Это будет электростанция более мощная, чем действующая в настоящее время Токтагульская ГЭС. Камбаратинская ГЭС-1 работает на малом объеме водохранилища. Она 3 раза будет меньше, чем Токтагульское водохранилище. Первое. Второе. Мощность у него будет на 40% больше, чем Токтагульская ГЭС. Это где-то 1 800 000 будет. И самое главное, то, что в климатических условиях, маловодных периодах мы можем работать Камбарата ГЭС-1 и не тратя воду с Токтагульского водохранилища. 10 июня Акылбек Джапаров представил на Международном инвестиционном энергетическом форуме в Вене проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. По его словам, она имеет ключевое значение для удовлетворения растущего спроса на энергию и повышения энергетической безопасности в регионе. Камбаратинская ГЭС-1 находится у истоков ледников. Эффективная эксплуатация данной станции позволит накапливать и рационально использовать водные ресурсы Токтагульского водохранилища летом для обеспечения потребностей Узбекистана и Казахстана в поливной воде. У проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 широкие экономические, экологические, социальные выгоды и перспективы как для стран, так и для Центральноазиатского региона. Реализация данного энергетического проекта в Кыргызской республике, во-первых, повысит эффективность водопользования, систему ирригации и мелиорации, укрепит продовольственную безопасность Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Проект обеспечит в Кыргызской республике и Центральной Азию чистой электроэнергией с наименьшими затратами, что влечет за собой снижение расходов на энергетический переход в регионы. Выработка электроэнергии на ГЭСах снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. На сегодняшний день в стране строится более 60 средних и малых ГЭС. Основной целью является освоение энергетического потенциала страны и ликвидация дефицита электроэнергии.